Добрый вечер. Информационный час на телеканале «Эфир» открывает программа «Город». В студии для вас работает Неля Хайрудинова. Названы причины смерти младенца в Челнинском роддоме. Теперь в деле разбираются правоохранительные органы. Деликатная проблема. Руководство станции «Лагерная» под Казанью пытается добиться установки там общественного туалета. Народная дружина, как спортивное общество инвалидов, решило взяться за борьбу с курением в подъездах. Установлена причина смерти новорожденного в Набережно-Челнинском перинатальном центре. Ребенок, о котором мы рассказывали накануне, погиб в результате отека головного мозга на фоне гипоксии, кислородного голодания. Вскрытие проводили судмедэксперты. По факту смерти Следственным комитетом проводится проверка. Малыш скончался 5 февраля около полудня. Сообщается, что он был доношенным, и его вес при рождении составлял 3,5 килограмма. Народный контроль над любителями покурить в подъездах организовали спортсмены Казанского общества инвалидов ДЦП. Добровольцы развешивают в домах выписки из антитабачного закона, тем самым предупреждая нерадивых жильцов о пагубном влиянии табака на семейный бюджет. Те, для кого закон не указ, фотографируют и отправляют снимки в местный отдел полиции, где, кстати, инспекторам пообещали даже выдать форму народных дружинников. Как выяснил наш корреспондент Эльмира Галиахметова, такая борьба спортсменов за общественный порядок и здоровый образ жизни радует не всех. Убирай их отсюда! К такой встрече народные дружинники были морально готовы. По подъездам они ходят не в одиночку. В случае потасовки товарищи всегда придут на помощь. Вам замечание делают. Никто не сделает мне! А вы Я не кричите. Нет, вы спокойно разговаривайте. Да, ишь вы, какие герои, сюда пришли! Народные дружинники, они же спортсмены общества инвалидов ДЦП во главе с тренером Амиром Бариевым, взяли на себя ответственность блюсти порядок в двух домах по улице Восстания 77 и 79. Дома выбрали не случайно. По соседству они планируют установить стелу в память погибшим в авиакатастрофе спортсменам из футбольного клуба «Пахтакор». И все вокруг должно быть благоустроено, считают они. Проходят Олимпиады, и во время Олимпиады многие милиционеры сейчас находятся там именно в Сочи, несут дежурство, а мы как бы должны их заменить, потому что там народа не хватает. Зачем ставить вопрос так, что инвалиды должны? А если их толкнут? А если что-то будет, кто будет отвечать? Вы будете отвечать? Мы будем отвечать. Да? Светлана Гумерская, старшая по дому, по-свойски переживает за дружинников-инвалидов. Говорит, эта работа им не под силу. Но нельзя. Свой дом нужно, свои проблемы решать самим, а не ребят подключать инвалидов. Вы поймите меня правильно. Соберите мужчин в своем доме. Самыми неблагополучными подъездами народные дружинники признали 2 и 3. Именно здесь жильцы чаще всего игнорируют закон о курении. Мы их фотографируем, они после этого как бы ведут себя нормально уже, некоторые не курят, бросают курить. Но есть люди, которые как бы внимания не обращают на это, но тем не менее, я надеюсь, что мы буквально за 2-3 месяца наведем порядок. Следить за местными жителями добровольцы намерены до тех пор, пока те не начнут соблюдать закон. Эльмира Галиахметова, Елена Чердина, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». Амир Бариев, тренер спортивного общества инвалидов и организатор рейдов, уверяет, что его подопечные уже научили многих жителей соблюдать антитабачный закон. Свое мнение, есть ли толк в такой борьбе с курением в подъездах, вы сможете высказать сегодня в теме с Алексеем Кулешовым после выпуска новостей. С деликатной проблемой столкнулись работники станции «Лагерная». Они уверяют, что кондукторы и водители городских автобусов, маршрут которых заканчивается на этой остановке, в буквальном смысле загадили всю прилегающую территорию, справляют нужду прямо за магазином. Сотрудники станции уже несколько лет обращаются к руководству транспортных предприятий с просьбой установить туалеты для своих работников, однако их так и не услышали. Вот, пожалуйста, посмотрите. Женщины даже ходят, не стесняются никого, ничего. Охранники сколько раз замечательно делают. Такую картину работники железнодорожной станции наблюдают из своих окон ежедневно. Это же видят пассажиры мимо проезжающих поездов. Но те, кто становятся героями этого неприличного видео, уверяют, что просто вынуждены справлять нужду, где попало. Ведь другой альтернативы у них нет. Мы говорили нашему руководству ВТП, пока здесь ничего нет. На той конечке у нас был туалет, на Дуслыке.
Мы тоже убрали вот сейчас, буквально недели-две назад. Был разговор, да, с директором магазина. Вроде он хотел даже за свой счет вроде поставить туалет, но у него что-то там не получилось. Напомним, в прошлом году эту деликатную проблему пытались решить сами предприниматели. На стихийном митинге они заявили, что даже готовы вложить свои средства на постройку общественного туалета. Но получить землю под его строительство не удалось. Пусть дадут землю в собственность. Я возьму суды. Я у них не прошу деньги. Я возьму сама суду. Я построю хороший нормальный объект. Я облагорожу всю близлежащую территорию. Будет красиво, приятно всем. И людям будет куда сходить действительно по нужде. Сейчас ладно еще зима, а вот летом здесь запахи постоянно от этого. Народу намного больше. Сейчас как бы зима, люди-то может еще и боятся зимы, где-то ищут какие-то выходы, а летом здесь вообще невозможно. Также мусор разбросанный, всякие эти коробки от еды, от обедов, тоже разносят ветром по территории всей станции как бы. А люди из проходящих поездов все это прекрасно наблюдают, которые приезжают. Также иностранные граждане, туристы, которые едут в столицу Татарстана, просто могут сделать нехорошие выводы. Проблема существует уже несколько лет. О том, что это не эстетично для города, железнодорожники совместно с директором магазина надеются донести до администрации столицы республики и в этом году. А пока людям, работающим на транспорте, по-прежнему некуда деваться. Когда терпеть нет мочи, все пути ведут за магазин. Здесь не был туалет никогда. Эльмира Гляхметова, Елена Чередина, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». Водитель кроссовера Infiniti минувшим вечером на улице Тецовская протаранил несколько автомобилей и на прямом участке вылетел с проезжей части, после чего снес несколько секций забора и перевернулся. Вытащить шофера из разбитой иномарки помогли прохожие. По их словам, виновник едва стоял на ногах, и причиной тому были отнюдь не полученные травмы. Не спите только. Не засыпайте. Не засыпайте только. Устали, я понимаю. Бывает. Равиль Ринатович, вопрос. В больницу на медосвидетельство не поедете? Да, поеду. Подробности этой аварии и другие происшествия дня в перехвате после блока новостей. Информация для автомобилистов. Завтра движение по улице Парижской коммуны перекроют. Рано утром 9 февраля в районе дома номер 17 начнутся работы по врезке газопровода. Однако неудобства эти временные. По данным исполкома Казани, они должны завершиться за сутки. Автомобилистов призывают быть внимательны к временным знакам и заранее продумывать пути объезда. И это еще не все новости дня. Далее в городе. Впервые на татарской сцене новое воплощение Сюмбике Мадины Маликовой. Научная общественность Татарстана сегодня отмечает профессиональный праздник. С Днем российской науки от имени президента и правительства республики ученых поздравил премьер-министр Ильдар Халиков. Наша республика неизменно выступает в роли одного из наиболее перспективных и многообещающих полюсов роста на научной карте Российской Федерации. Именно по этой причине мощный научно-технический потенциал Татарстана рассматривается нами в качестве одного из ключевых конкурентных преимуществ региона, задающего вектор его инновационного развития на долгосрочную перспективу, говорится в частности в обращении. И к новостям культуры. На 32-м Шаляпинском фестивале продолжается знакомство искушенной публики с новыми именами, уже сделавшими, тем не менее, музыкальную карьеру в России и за рубежом. На опере, увидевший свет в канун прошлогоднего фестиваля, интернациональный состав. В 2013-м, объявленном в честь автора «Аиды» годом Джузеппе Верди, все участники сборного коллектива показывали планку возможностей в лучших оперных театрах мира. Дмитрий Пивоваров познакомился с новыми именами праздника вокального искусства. Сколько раз звучала «Аида» в год Верди, и не сосчитать, как и не выстроить планку амбиций режиссеров, препарирующих душераздирающий сюжет о войнах чувств на фоне истории. Менялись исполнители-постановщики, а сюжет не исказить никакими нововведениями. Постановка Юрия Александрова 2013 года для казанских меломанов послужила знакомством и с академическим почерком мастера, не лишенным эксцентрических кульбитов. Однако тон вкусу диктует предлагаемый материал. Ереван
Казахстанский тенор Аванес Айвазян, дебютант Казанского фестиваля, выступал вместе на Верде Гала вместе с Анной Нетребко. Исполнитель партии Радамеса намерен поболеть за российских спортсменов на Олимпиаде, если позволит гастрольный график. Я ей желаю удачи, она очень хороший человек. Мы с ней пообщались немножко, так что всем удачи и Олимпиаде, и всем спортсменам. За какой спорт будете болеть? Ой, я в зимних не так много разбираюсь. Я был сам раньше дзюдоистом, я люблю эти типы спорта. Ну, желаю удачи всем, пускай победят сильнейшие. Перед началом спектакля зрительный зал погрузился в чтение буклета об истории создания «Аиды» и содержанием трагической оперы. Через некоторое время нечто подобное было процитировано со сцены и началось. Среди дебютантов фестиваля итальянец Роберто Пармиджани, это и Индра Томас, названный критиками чуть ли не лучшей исполнительницей «Аиды» по театрам нового света, страстная, нежная и чувственная. Все дело в стиле: русский, американский, итальянский. Они очень разные, но бывает, что представители разных национальностей словно переплетаются в едином материале. Афроамериканский десант отметился и на концертном исполнении оперы «Порги и Бесс». Часть мощных исполнителей радовали летом участников культурной универсиады. Себя же они называют братьями и сестрами, и это сильная аура отношений. Исполнительница Бесс Лакита Митчелл называет свою Аиду сестрой, и это правда чувств. Мы как две сестры, которые давно дружим, но с точки зрения освоения музыки я иногда ей помогаю с постановкой голоса. Интернациональные составы случаются во времена холодных зимних вечеров в Казани. Но, как говорится, жар сердца людям в любой точке земного шара. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир». Исторический детектив о нравах 16-го столетия или «Кем была царица Сюмбике». После нового прочтения шекспировского «Гамлета» Тинчуринский театр обратился к еще одним легендарным персонажам эпохи Казанского ханства. Кстати, эта история впервые будет показана на татарской сцене. Сегодня актеры и режиссер Рашид Загидуллин впервые вышли на сцену после читки в аудиториях. Подробнее в эксклюзивном сюжете нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Актеры уже прошли проверку временем и перевоплощаются в персонажей, которые вершат судьбы, влюбляются, плетут интриги и борются за власть. В общем, все как сейчас. Просто вместо элегантных костюмов и лакированных причесок нужно будет прикрыть голову и одеться соответственно. Эти одеяния собраны из разных постановок. Костюмы к новой драме еще в работе. Для того, чтобы немножечко развеять миф о той самой Сюмбике, которая якобы сбросилась с башни Сюмбике, которая находится в нашем Кремле. Этого ничего с этой царицей, с этой женщины не произошло. Это историческая личность, которая сама по себе интересна своей многогранностью и многозначностью. Она очень много сделала в свое время для татарской истории. И конец ее был, конечно, ужасен. В основе постановки под названием «Последняя легенда» драма первой женщины-романиста Мадины Маликовой «Сюмбике». Маликова работает в разных жанрах, в том числе и в детективном. Это взято за основу. Но в центре все же не образ гордой Сюмбике, а целый ансамбль, у каждого из которого свое ключевое предназначение. Про Казанского ханства еще никогда не было. Ни пьес не было, ничего такого не было. Про Болгар это было, но про Казанского ханства не было. Вот мы решили как раз, это когда царствовала Сюмбике после смерти мужа Сафагарея. Вот так как раз этот период. Образ царицы реконструировался в разное время, но не так часто, как хотелось бы. Последнее было связано с пародийной кинокомедией «Сокровище озера Кабан», где гордая дочь татарского народа соседствовала с определенно карикатурными персонажами. О Сюмбике когда-то рассказывали языком оперы. Исполнительница главной роли Гузель Гайнуллина величественно и отстраненно, ищущая эмоциональный и визуальный ряд для своей героини. Сюмбику очень любили, она была очень популярной среди народа. Видимо, вот как любимый президент, наверное. И чтобы вот мой персонаж, потому что люди не знают, какая она была. И моя миссия, может быть, в чьих-то умах, в чьих-то головах показать. Вот они, может, посмотрев на меня,
у них на всю жизнь впечатление останется, что она была вот такой. Спектакль «Последняя легенда» основан на беспроигрышном материале. Впереди еще один не менее интересный. Это адаптированный для татарской сцены роман Эриха Марии Ремарка «Возлюби ближнего своего». Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». Необычный концерт прошел сегодня в храме всех религий. Соратники и поклонники творчества художника Ильдара Ханова встретились для того, чтобы почтить его память и в очередной раз обсудить будущее храма, который спустя год так и не стал центром детского творчества, как было обещано. Несмотря на то, что здание по-прежнему находится в состоянии незавершенного строительства, желающих посмотреть импровизированный концерт собрался полный зал. Елена Чередина расскажет, как это было. Что, обязательно вот это? Ну что вы настаиваете? Почему вы такой? Все, вышли отсюда. Этот мужчина назвался защитником светлого образа Ильдара Ханова. А таким способом, видимо, хотел оградить его от скверны. Остальные же поклонники творчества художника были настроены менее агрессивно. Собираются люди, которые хотели бы снова собраться вместе, вспомнить его, поговорить о нем. Судьба храма не ясна с тех самых пор, как его создателя не стало. Родственники обещали, что здесь разместится детский творческий центр и музей Ильдара Ханова. Однако спустя год назвать храм свободным для посещения будет не совсем честно. Всем, кто сегодня пришел на концерт, позволили не снимать верхней одежды, так как в помещении, где проходило мероприятие, было очень холодно. Именно необустроенность мешает храму стать по-настоящему открытым для всех, уверен один из соратников художника. Он поделился, что для того, чтобы храм стал по-настоящему комфортным для пребывания, не хватает 50 миллионов рублей. И эти деньги они надеются получить от спонсоров. После его кончины за год начало будет уже сворачивать. Его помощником, который сейчас как раз прошел, его верным соратником и другом проведена колоссальная работа по завершению строительства. Но, к сожалению, еще здесь работы много. Елена Чередина, Алсу Касимова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». В Сочи официально стартовали 22-е зимние Олимпийские игры. Церемонию открытия престижных соревнований жители Казани могли увидеть на медиафасаде стадиона «Казань-Арена». В общей сложности телевизионная аудитория открытия Олимпиады составила 3 миллиарда зрителей. В течение 2 недель спортсмены из 88 стран разыграют 98 комплектов наград, что на 12 больше по сравнению с предыдущими играми в Ванкувере. Эксперты считают, что Россия способна завоевать 12 золотых медалей. В сегодняшней лыжной гонке Наталья Жукова из Казани заняла 17-е место. Завтра в Казани стартует «Лыжня России-2014». Те, кто решится, несмотря на мороз, присоединиться к массовому катанию, в этом году могут выбрать место старта. Как сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи, спорту и туризму, старт будет дан с 3 площадок. Помимо традиционной в лагере «Солнечный» и поселка Залесный, появились еще 2 в Приволжском и Советском районах. На улице Дубравная и в Березовой роще поселка Дербышки стартуют спортсмены в 11 утра. После небольшого тайм-аута не пропустите спортивный обзор от Марселя Бигбаева. Всегда свежие и вкусные колбасы и мясные деликатесы без сои и ГМО от компании «Челны мясо». Успей купить, пока не разобрали. Спрашивайте в магазинах города. Пока профессиональные команды по волейболу из Казани, мужская и женская, готовятся к последнему этапу в борьбе за выход в финал 4 Лиги чемпионов, молодежные составы проводят свои поединки в рамках первенства страны. Очередной тур состоялся в спортивном комплексе «Олимпиец». «Динамовки» начали выступление на домашней арене с победного результата над «Протоном» 3-0. А вот потом таких легких прогулок у поволжского коллектива не было. Игры с одноклубницами из Москвы и Краснодара затянулись до 5 сетов. И все же, к радости местной публики, победа осталась за нами. Причем с одинаковым результатом в решающей 5-й партии 15-13, что свидетельствует о высочайшем уровне напряжения на площадке. Мы за ними наблюдаем, мы им помогаем, и вся работа ведется под руководством главного тренера первой команды. Обмен, скажем, информацией и планирование главным тренером, и также по медицине, и по другим вещам. Поэтому я думаю, что девочкам это
на пользу, так как тренироваться, играть с ведущими игроками российскими в первой команде и приходить реализовывать здесь уже со своими сверстниками, я думаю, это то, что нужно. То есть это определенная система, которая уже выстроена. По достаточно плотному выездному графику играют волейболисты казанского «Зенита». Разгромив в Италии пьяченцу в 3 партиях, команда, не залетая в Казань, отправилась в Серпухов. Именно в Московской области базируется чеченский коллектив под названием «Грозный». Наша команда смогла одержать уверенную победу. После длительного перерыва казанские хоккеисты возобновляют свое участие в чемпионате России по бенди. В воскресенье наша динамовская дружина выступит в подмосковном Красногорске и сразится там с Зорким. Местный клуб идет на 4-м месте в турнирной таблице. Волжане на 5-м, а разделяют коллективы всего 2 балла. Поэтому, если победим, сумеем обойти соперника. Марсель Бекбаев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». Далее прогноз погоды, после чего мы вернемся в студию и вместе с корреспондентом «Перехвата» расскажем вам о происшествиях дня.